авторам. Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения одного из самых знаменитых ученых Коми Земли – Калистрата Жакова. Его сравнивали с Ломоносовым, Леонардо да Винчи, Фаустом. Он родился и вырос в крестьянской семье из Коми-деревни. Рано научившись читать, вопреки желаниям отца, пошел за знаниями. Сегодня известен как философ, этнограф и писатель. В начале 20 века преподавал в университете Петербурга. Занимался научной деятельностью. Сегодня к могиле Калистрата Жакова в Сыктывкаре возложили цветы, а после в Ильгарте открыли сквер имени ученого. Репортаж Елены Кононовой. 150 лет назад, когда в крестьянской семье Жаковых родился 11-й ребенок, никто и подумать не мог, что мальчику уготована сложная и великая судьба. Этнограф Павел Лимеров держит потрепанную книгу о философском учении лимитизм, автором которого является как раз тот самый мальчик. Имя его – Калистрат Жаков, выходец из Коми-края, чья жизнь полна трагизма и противоречий, думал о спасении всего человечества. Я вижу величие лимитизма. Это лук Одиссея, стрелы его истребят всех буйных женихов истины Пенелопы. И безбожники исчезнут, и материалисты, и коммунисты, и не будут царствовать на земле. Вот что есть лимитизм. И за это я люблю тебя, Господь мой. Он всю жизнь искал знания, ради этого ослушался отца, который хотел, чтобы сын продолжал его дело резьбу по дереву. Калистрат сперва учился в сельской школе, потом в уездном училище, учительской семинарии, в Вологодском реальном училище, а затем в Петербургском институте. Он был атеистом и монахом, изучал математику, астрономию, психологию, философию. За вольнодумство был под полицейским надзором. Ему были известны и слава, и забвение. Но даже родственники, которые сегодня проживают в Ильгарте, мало что о нем знали. Мне дед рассказывал, мой дедушка, он остался один, в 9 недель один сиротой остался, и вот его вырастили, вот и его родственники, вот это, да, 9 недель, представь себе, без матери, без отца остался в деревне, ну там соседи, родные, конечно, и вот вырастили, и говорит, он в той среде вращался, то ли его с детьми, то ли с братьями, сестрами, но говорит, я Жакова помню, говорит, я приходил к нему просить милостыню. Этот сквер в Ильгарте теперь носит имя Жакова. Жители села считают философа своим земляком. Ведь Давпан, где родился ученый, в XIX веке относился к этому селу. Среди деревьев здесь недавно появилась частичка эпической поэмы Калистрата Фалалеевича «Биармия». Так местные активисты Коми-Войтеры решили увековечить имя ученого. Здесь есть Йенмар, герои из Биармии, птица-рык, которая следит за исполнением законов Золотой книги. Кроме них еще несколько фигур, сделанных в пермском зверином стиле. На лодке сидит звероящер. Сегодня, отмечает писатель, есть еще много белых пятен в творчестве и жизни Калистрата Жакова. Их надо изучить, издавать про него книги, в том числе и для детей, чтобы они знали, каких великих сыновей воспитала Коми-земля. Елена Кононова, Олег Косремин, телеканал Юрган.